Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня традиционно встречаемся в прямом эфире в моих социальных сетях. Конечно, у нас сейчас лето, жаркая пора, жаркая и в прямом смысле слова, жаркая и в смысле той работы, которая нам необходимо за очень короткий период проделать. Ну и, конечно же, к сожалению, в этом году у нас чрезвычайный год, связан он с пандемией. Пандемия отступает, но отступает крайне медленно. Я вот сегодня говорил, что на сегодняшний день у нас в республике 5424 всего случая пандемии и 49 за последние сутки. 80% заболевших – это город Якутск. Но, к сожалению, и в других городах ситуация не самая лучшая. Это и Мирный, это и Нирингри. Если в Якутске мы видим стабилизацию ситуации и определенное какое-то даже улучшение в последнее время, то, к сожалению, вот по другим городам нам надо еще работать. И в связи с этим наши ограничительные меры, которые еще оставались, часть из них по общепиту, по работе некоторых объектов досуга, по массовым мероприятиям, она у нас еще продлена на неделю. Я очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время болезнь пойдет на спад в целом по республике, и реальный коэффициент распространения инфекции, который сегодня у нас 0,8, он стоит 0,5. В этом случае мы можем, согласно требованию Роспотребнадзора, уже переходить к третьему этапу снятия ограничений. Но, конечно, при этом, вот еще раз прошу, насколько это возможно, меры ограничительные соблюдать. Это и маски в общественных местах и на улицах, это и постоянная дезинфекция помещений, это и, конечно же, в первую очередь следование и определенным элементарным санитарным правилам. Ну и, конечно же, следить за своим здоровьем. При малейших признаках ОРВИ надо обращаться к врачам и у себя, и у своих родных и близких, чтобы предотвратить самую такую серьезную болезнь. Много вопросов поступает ко мне по пожарам. По пожарам у нас ситуация серьезная. Она в первую очередь у нас в этом году особенность, как и прошлого года, то, что пожары идут в основном на северах, где и в прошлом году, и в этом году аномально жарко. Вот сейчас опять пришло предупреждение, что в северных наших улусах, в первую очередь в северо-восточных улусах, вот на выходные и почти до половины следующей недели будет аномально жаркая погода до 35 градусов. Самый высокий, опять же, у нас устанавливается там класс пожарной опасности. Ну и сегодня у нас в около 14 населенных пунктов горят леса в 10-километровой зоне. Из них 10 действующих, 4 уже локализованы, но борьба идет буквально вот ежеминутно, ежечасно. Я каждый день связываюсь с главами районов. Вот сегодня разговаривал с Среднеколымским улусом, с Момским улусом, где особо тяжелая ситуация. Перебрасываем туда дополнительные силы. К сожалению, вертолет с водосливным устройством, который должен был сегодня уже прибыть в Мому, он пока не смог туда долететь из-за большой задымленности по пути следования. Но мы надеемся, что вечером, когда все-таки дым немножко развеется, вертолет сможет уже туда прибыть и завтра уже начнет работу по тушению пожаров близ сел Момского улуса. Еще раз хочу сказать, что ситуация достаточно сложная. Вместе с тем я хотел бы поблагодарить и лесоохрану, лесоресурс, пожарников Федерального резерва, которые прибыли к нам на территорию республики. Ну и, конечно, добровольцев из числа местного населения, которые сегодня в эти дни мужественно борются с огнем и побеждают его, потому что последние дни серьезного распространения пожара, особенности вблизи населенных пунктов, они не имеют. Немножко есть даже сокращение. К сожалению, увеличение есть так по называемым зонам контроля, которые расположены в сотнях, многих сотнях километров от ближайших населенных пунктов, в гористой местности, в труднодоступной местности. Там, конечно, незначительное, но увеличение за последние сутки произошло. У нас там порядка 340 тысяч гектаров сегодня горит, было 335. Очень надеюсь, что как раз увеличение финансирования со стороны федерального центра, которое прошло в эти дни, благодаря поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, оно поможет нам более эффективно бороться с огнем и справиться с ним в кратчайшие сроки. В целом хочу сказать, что многие, опять же, мне вопросы задают по последней моей командировке в Москву. Достаточно много их вопросов накопилось. Я практически 4 месяца
был здесь в Якутске. Считаю, что командировка была удачная. Вот в части выделения средств на школу 203 микрорайоне Якутска я писал также про решения, которые позволили выделить средства на региональные наши автодороги дополнительно, которые уже в этом году поступят дополнительно, и 200 с лишним миллионов, 220 миллионов, и позволят нам более эффективно ремонтировать наши региональные дороги. Ну и сейчас вот тоже решения принимаются. Сегодня заседание правительства Российской Федерации будет рассматриваться распределение дотации на регионы. 100 миллиардов рублей. Я встречался с министром финансов нашей страны Антоном Геновичем Силуановым, с первым заместителем министра Горниным. Мы очень долго разговаривали и в целом о методике распределения средств между субъектами Российской Федерации, о бюджетной обеспеченности, о подходах к регулированию этого процесса, исходя как раз из принципа справедливости. Ну и несмотря на многие моменты, я все-таки считаю, что Министерство финансов Российской Федерации нас поддержит, и у нас появятся еще дополнительные источники финансирования наших доходов бюджета взамен выпадающих доходов по Алроса. Здесь тоже не секрет, мы об этом откровенно говорим, что из-за полного практически отсутствия продаж сырых алмазов на мировом рынке последние месяцы, продажи Алроса практически вот последние 2 месяца вообще не шли, потом сейчас начался определенный рост, но он крайне незначительный. И поэтому, конечно же, мы оцениваем потери бюджета республики порядка 17 миллиардов рублей. Это те средства, которые должны были быть уже в нашем бюджете в 2020 году, отражены сегодня в нем, но их сегодня нет. И вот как раз работа с «Газпромом» позволила нам порядка 8 миллиардов сейчас мобилизовать дополнительных доходов. Сейчас мы надеемся, что федеральный бюджет нам поможет, и каким-то образом вот выпадающие доходы будут нам все-таки пока в конце года вот за счет поступления дополнительных доходов из разных источников компенсированы. Но это вот наша ежедневная, постоянная работа. Надеюсь, что все-таки результаты у нас будут хорошие. Ну, давайте сейчас посмотрим вопросы. Здесь достаточно много вопросов. Вот спрашивают про МОМО. Друзья, честно скажу, что я практически в день по несколько раз связываюсь с главой района, и днем, и ночью. Постоянно ко мне идет информация и от Главного управления МЧС Российской Федерации по республике, и от Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, и от главы района. Ситуация под контролем, но вместе с тем она остается достаточно сложной. В первую очередь из-за того, что аномально жаркая погода, и вот распространение пожаров, к сожалению, оно было достаточно серьезным. Но вот еще раз говорю, благодаря работе пожарных, лесоохраны, местного населения, прямая непосредственная угроза ХОНУ на сегодняшний момент отведена, но вместе с тем работы еще очень много. Тут расслабляться нам никоим образом нельзя. Так, спрашивают про поликлиники города Якутска, почему там очереди, почему люди там собираются. Ну, здесь надо что понимать, что из-за коронавируса у нас плановый прием в поликлиниках республики в целом был одно время остановлен, потом постепенно все ограничения были сняты, они сейчас практически остались по городу Якутску. Но уже сейчас можно по записи и получать определенные справки, в том числе вот психиатра, невропатолога. Можно проходить уже съемки на компьютерной томографии, на МРТ, на УЗИ аппаратах, электрокардиограммы делать. Неотложные, экстренные, они никогда не останавливаются, а вот такие уже дополнительные можно уже услуги получать медицинские. Мы очень надеемся, что скоро можно будет и в плановом режиме уже работу поликлиникам всем ввести. Вместе с тем вот население, к сожалению, многие вот приходят на удачу, приходят без записи, ну и вот создаются особенности утренние часы. В некоторых поликлиниках были такие моменты, что было такое столпотворение, так, соответственно, нарушение всякой социальной дистанции и так далее. Но мы с учреждениями здравоохранения на эту тему тоже отрабатывали. Очень надеюсь, что и население поймет. Так, здесь сегодня очень хорошо, что есть много уже таких онлайн-сервисов,
через которые можно ряд вопросов уже решать вообще не ходя в поликлинику, а если и ходить, то уже четко по записи в установленное время, без всяких очередей, получать те услуги, которые вы записались. Поэтому я очень прошу население здесь, еще раз говорю, просто самим не ходить, все делать через онлайн-сервисы наших учреждений здравоохранения, которые сегодня, на мой взгляд, уже неплохо работают. Так, когда будет отремонтирована автодорога НАМ? Хочу сказать, что у нас ремонт по региональным автодорогам идет абсолютно в графике. Более того, мы даже перевыполняем те подходы, те планы, которые у нас были. И именно поэтому нам вот дополнительно 248 миллионов в этом году выделено. Эти деньги, правда, пойдут не на НАМ дорогу, а на дорогу Анабар, вот, региональную, потому что там тоже достаточно большой объем работ. Вместе с тем, по Намской дороге у нас работа идет, и в этом году работы идут, ну и мы планируем, что до конца следующего года мы должны уже до Хатрыка дорогу полностью всю асфальтовую сделать. Работа здесь будет идти, планов много. Есть, конечно, достаточно серьезные такие вопросы дискуссионные у нас на участке вблизи города Якутска, вот до Тулагина, скажем так, по расширению участка. Так, там достаточно дорогой проект получился, но мы думаем, что поэтапно мы и этот вопрос тоже будем решать. Так. Народ пишет, но просто пока в основном это идут различные высказывания в поддержку нашей работы. Ага, вот пишут про вопрос про дистанционное обучение, какие планы по его дальнейшему внедрению, по распространению интернета. Конечно же, нет худа без добра, и пандемия показала, что вопросы цифровизации нашего общества, они уже из какого-то будущего, они реально превращаются в наше настоящее, которое вот нужно уже внедрять прямо сегодня. На сегодняшний день 87% населения республики охвачены высокоскоростными линиями оптоволоконной связи. Конечно, мы никоим образом на этом не должны останавливаться. Сейчас у нас остались как раз вот северные арктические районы, труднодоступные наши наслега. Работа в этом направлении идет. В этом году у нас должен быть завершен такой первый пилотный проект, и мы надеемся, что оптоволоконная линия связи в этом году обязательно придет в Оленек. Это такая очень амбициозная задача, которая поставлена перед нашими связистами. Работы идут, и очень надеюсь, что в установленные сроки это будет сделано. И есть сейчас планы, началась реализация проекта по прокладке второй линии связи от Якутска до Магадана. Это улучшение, понятно, уже тех действующих мощностей, которые сегодня там есть. Мы также планируем все-таки вот этот наш амбициозный проект по оптоволоконной связи в Колымских районах тоже в ближайшие годы с помощью Министерства цифрового развития Российской Федерации решить. Здесь тоже работа будет идти. Многие районы сами вкладывают свои средства и совместно с телекоммуникационными компаниями протягивают оптоволоконные линии связи в свои наслега. Вот недавно у нас было очень радостное событие, когда практически, если не ошибаюсь, 26 наших населенных пунктов одновременно мы подключили к оптоволоконным линиям связи. Причем это был самый большой такой разброс с запада до востока, с юга до севера. И, конечно, эта работа будет продолжаться. Что касается дистанционного образования, что бы про него ни говорили, оно показало свою тоже нужность и необходимость. Вот как раз вот для особенностей наших удаленных сел, малых городов, малых поселков наших, когда дети смогли вот в период пандемии получать достаточно качественное образование. Да и для города Якутска, и для других наших городов это тоже очень актуально. Вот. И эта работа, конечно же, должна быть продолжена, чтобы дистанционное образование реально помогало нашим детям приобщаться к лучшим как раз практикам педагогическим по различным предметам, позволяло получать лучшие знания вот в удаленном режиме. Мы один из 5 регионов Российской Федерации, которые сегодня признан опыт перехода на дистанционное образование в период пандемии лучшим.
Это, конечно же, очень достойное место, так, в пятерке лучших регионов России, но это и большая ответственность. Мы, соответственно, должны сейчас уже не только обеспечивать возможность получения образования, но мы должны повышать качество этого дистанционного образования. С этой точки зрения мы работу с Министерством образования и науки Республики будем тоже продолжать. Так. Ага, вижу опять вопросы по мосту. Это традиционная наша любимая тема наших прямых эфиров. Что у нас по мосту по Лене? По мосту по Лене с точки зрения реализации проекта государственно-частное партнерство все идет по плану. Сейчас все находится в режиме подготовки проектно-сметной документации. Проектно-сметную документацию готовит Гипрострой. Это лучшая проектная организация Российской Федерации, та структура, которая, например, проектировала Крымский мост. Работа идет строго по графику. Недавно, вот на этой неделе, был научно-технический совет в Росавтодоре, на котором ряд экспертов, ведущих российских, ученых, дали свои предложения, свои замечания к проекту, абсолютно обоснованные, нужные, так как раз и по более тщательной проработке вопросов вечной мерзлоты, по вопросам поведения ванта в условиях сверхнизких температур, ну и так далее, по другим вопросам, которые отработать с учетом уникальности этого инженерного сооружения. Такой мост в условиях России, в условиях вечной мерзлоты, в условиях амплитуды температур свыше 100 градусов нигде в мире не строился. Конечно же, поэтому подход к нему должен быть очень-очень серьезный. В первую очередь вот со стороны научной технологии и Министерства транспорта Российской Федерации, и Росавтодор на самом высоком уровне этот вопрос постоянно рассматривают и держат его на контроле. Вопрос по финансированию также рассматривался. Здесь, конечно, вопросов много. Здесь многие говорят, что нет никакого финансирования, нигде не заложено. Вместе с тем есть ряд положительных заключений в Министерстве и ведомстве Российской Федерации по поддержке данного проекта и о необходимости его включения в федеральный бюджет на последующие годы. Сейчас просто с учетом механизмов различных финансирования строительства моста идет отработка как раз возможности более быстрого, скажем так, строительства моста, потому что и правительство Российской Федерации, и конкретно вице-премьер Хуснуллин, они поставили вопрос о окончании строительства моста уже в 2024 году. Мы, конечно, за полностью так, но есть ряд вопросов, опять же, связанных тогда с определенными изменениями финансирования стройки со стороны федерального бюджета. Вот все вопросы сейчас рассматриваются в министерствах и ведомствах правительства Российской Федерации. Уверен, что решение мы найдем, и оно будет положительным. И в следующем году строительство моста уже непосредственно, как все и планировалось, уже начнется. Так. Спрашивают вот про арктическую школу. Как поступить в арктическую школу. 1 сентября Международная арктическая школа начнет работать. Это уникальный проект. Он реально, на мой взгляд, способен поднять уровень работы с одаренными детьми в нашей республике на качественно новый уровень. Абсолютная необходимость такого проекта вот в условиях сегодняшнего мира для меня очевидна. Потому что образование республики всегда было его визитной карточкой, а работа с одаренными детьми всегда нас выгодно отличала. И подготовка как раз специалистов уже детей согласно международных требований по подходам международного бакалавриата, она, на мой взгляд, уже для республики назрела. Поэтому в этом году у нас набирается 180 детей в 7, 8 и 10 классы. В последующем наборы каждый год будут увеличиваться. Набор, если подача заявления, если я не ошибаюсь, по 27 июля. Вот. И потом уже будет проводиться определенная оценка детей, и по итогам этого будет отбор. Так, насколько я знаю, вот на 180 мест сейчас уже порядка 600 заявлений со всей республики поступило. Если так грубо говорить, до 70%, по-моему, город Якутск, и чуть свыше 30% из других районов республики. Вопросы проживания детей в интернате и так далее, они все будут решены.
в этой школе. Ну и вообще в целом, еще раз говорю, школа соответствует самым лучшим, ну, не только российским, но и мировым стандартам. И очень хороший педагогический коллектив сейчас подбирается. Обучение будут вести на русском языке, на английском языке, ну и будут преподаваться несколько еще других иностранных языков, в том числе китайский, немецкий, французский. Предполагается также уже обучение и корейскому, и японскому языкам. Предполагается, что будут ряд преподавателей приезжать из-за границы, давать определенные семинары, проводить занятия. Это все уже вот не через несколько лет, а это уже все должно у нас заработать с 1 сентября этого года. Так. Спрашивают про туризм, про Ленские столбы и Булус, открыты ли они для посещения. Ну, хочу сказать, что сейчас у нас проект по Ленским мостам, по Ленскому столбам, извиняюсь, уже мост в голове сегодня, по Ленским столбам, он у нас участвует в федеральном проекте, конкурсе. Просил бы, кстати, вот зрителей, да, сегодня максимально поддержать заявку Ленских столбов нашего природного парка на победу, на участие в этом конкурсе, так и на победу в нем. Это, опять же, позволит нам получить дополнительное финансирование из федерального бюджета и сделать наш парк реально очень таким продвинутым с точки зрения работы с посетителями. Как раз сделать его парком для людей, чтобы люди могли там отдыхать, могли наслаждаться природой, могли узнавать многое о тех процессах геологических, которые проходили там миллиарды лет назад, ну и вообще полностью понимать, рядом с каким вот природным, на самом деле, чудом нашей планеты мы вместе с вами живем. Сейчас Ленские столбы уже открыты. Другой вопрос, что там все посещение сейчас ведется по записи, не более 125 человек в день. Это, опять же, связано вот с ограничительными мерами по коронавирусу. Булус, насколько я знаю, тоже работает, но работает он, опять же, по предварительной записи. Вообще, я считаю, что внутренний туризм, об этом, котором сейчас меня как раз спрашивали люди, он очень важен для нашей республики. Это и новые рабочие места, это и занятость нашего сельского населения, это и развитие бизнеса здесь, в Якутске, в том числе вот ресторанного, гостиничного, различных сервисов. Поэтому по внутреннему туризму нам, конечно, надо все вместе принимать меры для того, чтобы туризм, индустрия гостеприимства, как это принято называть в мире, да, она у нас в Якутии развивалась более быстро. Так, спрашивают про сады и школы. Ну, школы мы очень надеемся, что 1 сентября все откроется, начнут работать так же, как и детские сады. Сейчас, еще раз говорю, вот в сегодняшних условиях у нас пока нет никаких оснований детские сады запускать. У меня многие спрашивают, детсады почему не открывают. У нас, к сожалению, вот количество заболевших сокращается медленно. А если быть вообще последовательным, последние 3 недели оно у нас стоит примерно на одном месте от 40 до 50 человек. Вот. Ну и, соответственно, мы их, видя это, понимая, что коэффициент у нас в лучшем случае, самый лучший у нас был вот 0,8, а нам нужно 0,5, так, мы никаких законных оснований для открытия, вот, например, детских садов, да, никак не можем. Так. Тут у меня что-то выходил прямой эфир, так, он подключился. Так, по студентам тоже хочу сказать, что пока все решения, что все-таки с 1 сентября очное обучение должно идти. Так, пока, еще раз говорю, это будет приниматься общее федеральное решение, пока вот так. Так, спрашивают по финансовой помощи по Серебряному Бору, по уборке старых домов после выполнения программы по переселению. На самом деле, вот Валерий Каленых у меня спрашивает, это полностью полномочия органа местного самоуправления, а никак не Республики Саха-Якутия. Так, вместе с тем, мы на эту тему с главой района разговаривали, если уж настолько в Нерюнгинском районе денег не хватает и старые аварийные дома после расселения снести никак не могут,
и межбюджетные отношения настолько у них запутаны, то, конечно, придется и республике в этом вопросе принимать участие, но при этом еще раз хочу подчеркнуть, что это полностью полномочия органов местного самоуправления. Почему-то в сельских районах, в которых на самом деле денег вот реально нету, так, они находят возможности эти дома все сносить и через субботники, и через привлечение организаций, за счет бюджетных каких-то средств. Нерюнгринский район, Серебряный Бор, который ну никак к бедным таким нашим населенным пунктам не отнесешь, но уже который, по-моему, второй-третий год этот вопрос все время поднимается. А в итоге это, конечно же, приводит к чему? Приводит к пожарам. И мы же помним по Серебряному Бору, когда из-за пожаров вот этих уже расселенных домов в итоге пострадали уже вновь построенные дома. Так, спрашивают вот по Томмоту вопросы, что приехали артисты эстрады, для элиты устраивают концерт, люди возмущены. Мне об этом люди уже сегодня писали, я попросил связаться с руководителем железных дорог Якутии Василием Владимировичем Шимохиным. Мне пришла информация, что концерт будет в честь 25-летия железных дорог Якутии, но будет он для трудового коллектива и будет проходить в депо железнодорожного вокзала с соблюдением всех норм безопасности, которые сейчас у нас в период коронавируса действуют. Очень надеюсь, что все условия Шимохин, ну, как руководитель железных дорог Якутии, выполнит. Так, спрашивают, почему запретили рыбалку сетями. К сожалению, из-за несовершенства нормативно-правовых актов федеральных решение такое было, и на самом деле не было оснований у людей правовых сетями ловить. Ну, конечно, это не дело. У нас в Якутии издавна сетями ловили в селах, так, и, конечно же, это сразу начало приводить к тому, что абсолютно нормальные люди начали тут же записываться браконьеры, так, со стороны надзорных органов. Я на эту тему разговаривал и с министром сельского хозяйства, потом с руководителем Росрыболовства Шестаковым Ильей Васильевичем. Они нашу позицию поддержали, и вот на днях вышло решение правительства, в котором перечень водных объектов расширен, и у нас практически в каждом уже улусе есть уже места, где рыбалка сетями разрешена. Вот. Но мы и дальше будем работать в той части, чтобы северянам как раз в части ловли традиционными видами добычи, такими как, например, сети, все-таки послабления были. У нас ситуация здесь абсолютно другая, нежели чем там в центральной части страны. К сожалению, не все это понимают, но еще раз говорю, вот этот вопрос мы и будем и дальше продвигать. Ну а сейчас уже разрешение есть, поэтому всем тем, кто сейчас на рыбалке, как говорится, ни пуха, ни пера, дай бог хорошего улова. Так, вопрос по ребенку-инвалиду, он очень быстро проскочил по проведению медицинской комиссии. У меня просьба, напишите в директ, мы обязательно дадим поручение, чтобы каким-то образом вопрос у вас был решен положительно. Я понимаю вашу озабоченность, и, конечно же, ребенку надо помогать. Так, спрашивают про что случилось с авиакомпанией «Якутия» и с «Авророй». Ну, пока ничего не случилось. Работаем все как работаем. В чем суть вопроса? Мне достаточно тоже много людей, и сейчас видел, и в других соцсетях про этот вопрос поднимают. Есть поручение президента нашей страны, направленное на то, чтобы обеспечить доступность пассажирских перевозок, авиаперевозок на Дальнем Востоке. Мы все прекрасно знаем, что сегодня внутри республики, например, прилететь из того же Чукурдаха или Зырянки сюда в Якутск во многих случаях дороже, чем улететь отсюда в Москву. Конечно же, это недопустимо. Республика Саха-Якутия сама датирует рейсы, так, и внутриулусные мы очень серьезно датируем, и межулусные, но, к сожалению, конечно же, наших средств на это недостаточно. Мы сегодня в общей сложности именно на эти задачи направляем порядка чуть менее 500 миллионов рублей. А нам нужно порядка 2,5 миллиардов рублей.
И вот президент дал такое поручение не только по Республике Саха-Якутия, но и по всему Дальнему Востоку рассмотреть вопрос и через создание определенного механизма, в том числе через создание отдельной какой-либо авиакомпании, решить эту проблему. Прекрасное поручение, мы очень благодарны президенту за него. Более того, в нем сказано, что эта авиакомпания должна работать с отечественными авиапроизводителями. Но вот в ходе обсуждения данной проблематики возникла идея, что давайте авиакомпанию «Аврора», которая сегодня принадлежит Аэрофлоту и Сахалинской области, сделаем опорной авиакомпанией для решения данной задачи. Здесь, конечно же, сразу у большинства субъектов Дальнего Востока, в том числе у Якутии в первую очередь, появляются вопросы, связанные с руководством данной компании, с ее реальными возможностями на сегодняшний день, с логистикой перелетов, с размещением самолетов этой авиакомпании на территории Дальнего Востока и вообще с тем, как в этом случае будет изменена маршрутная система и вообще система полетов внутри республики. Было высказано предложение, чтобы мы все вошли туда как акционеры, субъекты Дальнего Востока. На что мы дали резонное замечание, что у Республики Саха-Якутия на сегодня две авиакомпании в собственности государства, это и компания «Якутия» и «Полярные авиалинии», а компания «Алроса», опосредственно авиакомпания «Алроса» тоже мы являемся в ней, участвуем в ее управлении через уже акционерную компанию «Алроса», где у нас значительный пакет акций. И зачем нам четвертая авиакомпания, в этом случае лично для меня абсолютно непонятно. При этом понятно, что работа только через «Аврору», она для наших двух авиакомпаний, по крайней мере для Якутии и для Полярных авиалиний, их вообще может поставить за грань выживания. Я вышел с другим предложением, которые поддержали ряд авиакомпаний российских и поддержали многие субъекты Российской Федерации и руководители федеральных министерств и ведомств. Не создавать сейчас единую авиакомпанию в виде единого такого юридического лица, а создать альянс авиакомпаний по подобию таких международных альянсов, например, в которые входит тот же Аэрофлот, Global One, например, и так далее. Для того, чтобы внутри этого альянса была единая система продажи билетов, единая система, может быть, обслуживания самолетов, может быть, даже единая система поставки топлива, и какие-то механизмы, которые успешно сегодня применяются на международном уровне. Ничего не мешает создать это для Дальнего Востока из российских авиакомпаний. Идея многими, еще раз говорю, поддерживается. И, конечно же, понятно, что в этом случае, если будет такой мощный альянс из нескольких компаний, у нас будет больше возможностей даже для привлечения отечественной авиатехники для дальнейшей работы. Тех же суперджетов, МС-21, Ил-114, Л-610, те самолеты, которые буквально или уже начали производиться, или буквально через год-два начнут производиться. Я встречался на эту тему и с министром транспорта Российской Федерации, и с помощником президента Игорем Евгеньевичем Левитиным, донес свою позицию и до полпреда на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева. В целом хочу сказать, что у нас сегодня идет такой конструктивный диалог, мы обсуждаем этот вопрос. Видно, что того быстрого решения, как некоторые хотели о создании единой компании, уже не будет. Сейчас начался нормальный переговорный процесс. Пришлось, конечно, выступить и в Совете Федерации по просьбе руководства Совета Федерации, донести позицию дальневосточников. И хочу сказать, что сенаторы, кто там было, их там было достаточно много, они все единогласно поддерживают нашу позицию. Поэтому мы будем и дальше отстаивать интересы здесь республики. Уверен, что та позиция, которая нами сформулирована, при поддержке со стороны федерального центра, при выделении дополнительных средств, позволит нам реально снизить стоимость авиабилетов при перевозках в наши улусы. И это, конечно же, будет как раз, на мой взгляд, решение той задачи, которая поставлена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным о повышении транспортной доступности для жителей Дальнего Востока. Так, что-то пишут про
Неринге, опять же, про мусор, про плохой вывоз мусора. Компания-переработчик, что установлен график, и по нему ввозят его очень редко. Ну, давайте мы по Неррингре еще раз, я поручение тогда дам. Я вот после свой крайний визит в Неррингре тоже просил руководство района и города этим вопросом достаточно серьезно заняться. К сожалению, тогда и глава района, и глава города были в больнице в связи с коронавирусом. Так, но надеюсь, сейчас они уже вылечились, ну и, соответственно, эти вопросы будут более серьезно смотреть и решать. Конечно же, я и прошу и правительство к этому вопросу подойти, потому что вопросы переработки мусора, вопросы вывоза мусора надо решать. И не только в Нерюнге, но и по всей территории нашей республики. Правда, что хотят закрыть город Нерюнгри? Нет, это точно неправда, и никаких планов даже таких нет. Так, насколько это реально не использовать иностранные самолеты и авиатехнику? Я считаю, что это вполне возможно при дальнейшем развитии нашего авиастроения. Сегодня ряд уже таких самолетов запускается. Вот взамен Ан-24 будут Ил-114 и Л-610. Прекрасные летные характеристики у них. Сейчас вот модернизированный Л-410 выходит уже на тоже производство. Мы, кстати, вот для полярных линий будем приобретать один уже с уже гораздо более высокой скоростью, с гораздо большей дальностью полетов, с лучшими условиями, комфортными условиями, так, поэтому вот такие самолеты уже есть, и главное, чтобы они быстрее появлялись, шли в производство, ну и чтобы через механизмы финансирования, какие-то лизинговые схемы отечественные авиакомпании могли на отечественной авиатехнике летать. Ну и, конечно, вопрос качества и безопасности. Это вот то, на чем мы всегда делали и будем делать упор. Так, какая остановка по коронавирусу в Алданском районе? На самом деле, вот в Алданском районе ситуация, на мой взгляд, она под контролем. Я сегодня встречался с главой района, с Сергеем Николаевичем Поздняковым, он был у меня здесь, докладывал. Постоянно мне также ситуацию докладывает и Роспотребнадзор, другие надзорные органы. Конечно, вот эта вспышка в Томодском психоневрологическом диспансере, она очень опасна. К сожалению, там есть и случаи гибели людей. Сейчас уголовное дело расследуется, и я просил и прокуратуру, и те органы, которые ведут следствие, ну, по всей строгости подойти к виновным, так, потому что это недопустимо проявлять такую халатность. Но самое главное, что удалось удержать ситуацию именно под контролем и по Томоту, и в целом в районе. Конечно же, было крайне неприятно в свое время вот вводить режим карантина. Я понимаю чувства людей, которым это серьезно мешало повседневной жизни. Но вот еще раз хочу повторить, что благодаря этому карантину мы на самом деле, Алдан вышел из очень серьезной вспышки с минимальными потерями. Вот. И хотел благодарить и руководство района, поселков, городов, жителей Алдана за понимание, ну и за ту работу, которую мы делали и делаем вместе с вами по преодолению вот этой пандемии. Так. Спрашивают про торговлю. Вот восстановится ли торговля, тем более после вот тех ограничительных мер, которые у нас были в период пандемии. Конечно, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить и поздравить работников торговли, общественное питание с наступающим их профессиональным праздником, который в эти выходные будет отмечаться. К сожалению, конечно, в этом году праздник не такой радостный, как мы обычно его встречаем. Все-таки пандемия очень серьезно ударила по этой сфере, по многим ее направлениям. Вот если к торговле, я считаю, что все-таки к концу года уже восстановление пройдет, и пройдет уже по всем направлениям торговли, и отрасль восстановится, то, к сожалению, конечно, вот по общественному питанию очень серьезный удар нанесен, и мы будем рассматривать еще определенные дополнительные меры поддержки отрасли, потому что на сегодняшний день, например, вот по крупным городам мы никак не можем позволить работу системы общественного питания в том режиме, в каком они обычно работают. Работают только пока летние кафе. Но при этом я хочу
особо отметить, чтобы некоторые предприниматели под видом вот как раз летних кафе не увлекались и не начали нарушать закон. Потому что мне, опять же, надзорные органы докладывают о нарушениях во многих летних кафе, когда под видом летних кафе начинают работать абсолютно обычные стационарные объекты торговли и в Якутске, и в Нерюнгри, в Мирном. Мною дано поручение такие факты пресекать, но и уже идти на крайние меры, вплоть до подачи судебные органы на закрытие этих учреждений на достаточно долгий срок. Поэтому здесь я считаю, что овчинка выделки не стоит, не надо шутить со здоровьем людей и со своим бизнесом. Вот. Но в целом, еще раз говорю, вот если по торговле я считаю, что восстановление будет и достаточно короткие сроки, то, конечно, по общественному питанию мы будем и дальше думать, как ее еще поддержать. Так. Ну вот опять пишут, что почему не снимаете карантин, не издевайтесь над людьми, вся Россия сняла. На самом деле сняла карантин в полном объеме практически нигде в Российской Федерации, так ограничительные меры есть в любом субъекте, а в основной части субъектов Российской Федерации ограничительные меры гораздо жестче, чем у нас. На самом деле мы входим где-то в 30-ку регионов Российской Федерации по разрешенным видам деятельности и по, скажем так, тем либеральным мерам, которые у нас существуют в части снятия ограничительных мер. Это я вам точно могу сказать. Вот, поэтому тут, когда пишут, что по всей России все уже снято, все нормально гуляют, ходят, коллеги, давайте не будем друг друга обманывать, так это не так. Вот. Есть, конечно, регионы, где люди массово не соблюдают ограничительные меры, но, к сожалению, жизнь очень быстро ставит все на места. Взять тоже Хабаровский край. Вот, к сожалению, вот эти выступления, которые у них сейчас проходят, они же к чему привели? У них сейчас заболеваемость буквально вот за неделю выросла с 80 до 120 в сутки. Вот это результат. Это вот только того, что регистрируется. Так. Так, пишут про разные сервисы, пишут вот про облачную поликлинику, что это просто супер, очень удобно пользоваться. Да, вот, кстати говоря, это тоже один из новых сервисов, который у нас появился в период пандемии. Облачная поликлиника. Очень удобно пользоваться. Ряд поликлиник уже на него перешли. И вот отзывы и врачей, и тех пациентов, которые им пользуются, и вот связаны с коронавирусной инфекцией, и просто вот сейчас уже в рамках обычной работы, да, они все очень хорошие. Поэтому я тоже призываю вообще вот электронными сервисами государственными пользоваться жителям республики более активно. У нас на самом деле здесь очень много сделано, делается и будет делаться так по переводу услуг в онлайн-режим для более удобного, скажем так, использования нашими гражданами. На самом деле вот здесь то, что есть, надо использовать. Это в ваших же интересах. Так, что насчет ситуации с лесными пожарами в Среднеколымском районе? По Среднеколымскому району у нас, как мне сегодня глава района докладывал, ситуация напряженная по Алеко-Кюлю, по Сватую, по Аркахтаху. Работают и работники лесоресурса, работают добровольцы, дополнительно различная вот техника, инструмент доставляется вертолетами. Сегодня мы после обеда также обсуждали с Лепчиковым Дмитрием Николаевичем, председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, какие еще дополнительные меры можем принять. Я попросил по все-таки мере улучшения ситуации в других районах дополнительные силы и федеральных, и республиканских наших десантных сил так по лесоохране перебросить туда для помощи Среднеколымскому району, потому что ситуация там, конечно же, тяжелая, так прямой угрозы непосредственно населенным пунктам нет, но, к сожалению, пожары проходят достаточно недалеко от населенных пунктов, и в любой момент ситуация может измениться. И не надо забывать, что там пожары идут у нас, как и в МОМе, во многих местах, в торфяных болотах, так, которые могут там даже после их окончательного тушения еще тлеть, и потом при возникновении жаркой погоды опять начинать гореть. Что вот мы сейчас по Среднеколымскому району имеем. После дождей вроде все погасло, вроде все было неплохо, но стоило вот неделю поставить жаркой сухой погоде, и опять эти пожары опять по новой пошли. Так.
Спрашивают про Жатайскую судоверфь, спрашивают, вот работа идет, каким образом там процесс организован. По Жатайской судоверфи, конечно же, у нас процесс идет полным ходом. Это одна из важнейших строек республики. Есть определенное отставание в строительной части, не критическое, но оно есть так. И я вот на следующей неделе буду специальное совещание по этому вопросу проводить. Есть вопросы взаимоотношения судоверфи и Ленского объединенного речного пароходства. Есть вопросы, связанные с финансированием федеральным, республиканским. Есть вопросы, связанные последующим уже с обеспечением кадрами судоверфи. Но здесь, еще раз говорю, у нас есть четкий план, ясный для нас план, по которому мы будем действовать для того, чтобы здесь как раз максимальное количество людей подготовить, переподготовить, так и с тем, чтобы местные кадры у нас как раз на Жатайской судоверфи полностью работали. Так, спрашивают, будут ли выплаты по 10 тысяч рублей еще в августе. Это решение принимает правительство Российской Федерации. Пока такого решения нет. Так, спрашивают, кому интересно судоверфь? Ну, жителям Жатая точно интересно, так? Так, спрашивает про дороги в Якутске. Разбитые мерия не справляется, будто бы. Ну, по дорогам города Якутска, конечно же, ситуация не самая лучшая, так, и мы это знаем, мы это видим. К сожалению, вот те работы, которые проходили поздней осенью 2019 года в условиях уже низких отрицательных температур, они, и это время это показало, были проведены с низким качеством, и сейчас есть достаточно много замечаний со стороны надзорных органов, которые подрядчики и главстрой города Якутска должны исправить. Так, срок исправления уже прошел, но сейчас вот обещает мэрия, что в ближайшее время все-таки окончательно все будет устранено. Но, к сожалению, по многим дорогам мы видим, что даже тротуары еще даже не построены. А те, которые были построены, они уже в полуразрушенном состоянии. Здесь, конечно же, надо более активно мэрии работать, так, потому что так не пойдет. Совсем свежие дороги не должны так выглядеть. Буквально через год, даже меньше года после окончания ремонта. По работам этого года мы постоянно мониторим ситуацию. К сожалению, опять же, работа разворачивается не так быстро, как надо было бы. Уже большая часть лета прошла, на подходе август, но по многим улицам работы только-только начинаются, и непонятно, как они будут заканчиваться, опять же, в условиях наших низких температур. Ну, конечно же, и жители города, и правительство республики, я недовольна тем, что вот огромные деньги, которые выделяются благодаря решению, опять же, президента страны, благодаря решениям правительства республики Саха-Якутия для города Якутска, это практически 1 миллиард рублей на дороге города Якутска в этом году, так, выделено решениями федеральными и республиканскими, но осваиваются не очень эффективно. Вот, поэтому здесь, конечно же, должен быть и контроль в хорошем смысле народный, и, конечно же, хозяйский контроль со стороны мэрии. Уповать на то, что вот мы заключили договор с подрядчиками, и типа вот у них к нам больше вопросов не надо, а подрядчики сами все сделают, это не подход хозяйский. Так, это подход такой, знаете, немножко временщиков, я бы даже так сказал. Здесь надо на самом деле в ежедневном режиме мониторить ситуацию, работать с подрядчиками непосредственно, в хорошем смысле их подгонять, если надо пинать, так, пендели давать для того, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Потому что дороги города Якутска, так же, как и дороги в любых других населенных пунктах, это одна из самых важных таких проблем, которые волнуют жителей нашей Якутии. Так. Спрашивают про земельные участки для многодетных, не могут узнать. Ну, я попрошу администрацию города здесь информацию давать. В принципе, это номер по очереди, он никогда не был секретом. Не знаю, что-то случилось, почему люди не могут понять, в какой очереди они находятся, ну, под каким номером. Но, к сожалению, конечно, хочу сказать, что сейчас земельных участков у города в этой части мало. Правда, вот сейчас значительная часть готовится по различным направлениям.
в том числе и обеспеченных инфраструктурой, и она должна распределяться вот согласно той очереди, которая в городе есть. Надеюсь, что здесь работа тоже будет проводиться. Есть, еще раз говорю, объективные факторы, нехватка земельных участков, но вот почему-то какие-то субъективные появились, почему людям не дают номер очереди, не могу понять. Так. Залы когда откроют, в конце концов, в регионах открыли. Вот опять вопрос, можно подумать, что во всех регионах России вот эти залы спортивные открыты. Да ничего подобного. В подавляющем большинстве они закрыты. Вот я еще раз хочу это подчеркнуть. В абсолютном большинстве регионов страны это все закрыто сегодня. И подвергать угрозе жизни и здоровья людей я, как глава республики, не позволю. Вот когда будет возможность, когда Роспотребнадзор скажет, что да, Айсан Сергеевич, сегодня эпидемиологическая ситуация в городе Якутске, там в других городах позволяет спортивные залы, там фитнес-залы открывать и соблюдение определенных требований, мы откроем их в тот же день. Пока этого не сказано, залы работать не будут. Так. Да, вот вопрос пришел про места в школах по первоклассникам, по городу Якутску. Проблема серьезная, тяжелая, она была последние уже, наверное, лет 15 в городе Якутске. Решается, но проблема, она еще осталась. Так, вот и про 17-ю школу мне здесь пишут, про другие школы здесь промелькнуло. Вот. Что я хочу сказать? Вот на данный момент в городе Якутске и пригородах строится 3 школы. Строится 31-я школа, пристрой, строится школа в 203-м микрорайоне, строится школа в Кангаласах. Все эти школы строятся за счет федерального и республиканского бюджета. Поэтому мы свою лепту в это дело вносим. Вот. Надеюсь, что и город стоять не будет. Здесь и по земельным участкам надо работать для открытия новых школ. По проектно-сметной документации надо работать, чтобы проекты были, под которые можно сегодня уже прошедшую экспертизу, под которые можно деньги получать. В общем, здесь, конечно, надо очень серьезно подтягиваться и городским властям более проактивную позицию в этой части занимать, не только с точки зрения констатации проблемы, так, она всем прекрасно известна, а с точки зрения решения этой проблемы. Потому что главная наша задача, чтобы жители были удовлетворены, чтобы дети наши ходили в нормальные школы, не переполненные. Планы у нас есть. Это школа вот и в Прометее на 990 детей. Это и строительство вот таких пристроев, как по 31-й школе. Сейчас строится. Я просил Сардану Владимировну здесь работу более активно проводить. Ну и даже вот те же школы, которые благодаря моей встрече с президентом страны были, вот здания были куплены, так, это 3 объекта. На сегодняшний день, как школа, пока работает только одна, а 2 еще до конца городом не введены. Очень надеюсь, что уже в этом учебном году эти объекты начнут работать. И по Вилюйскому тракту, и здесь, в центре города, для 5-й школы. Поэтому эта проблема есть, ее должны мы все вместе, всем миром, как говорится, решить. Так, пишут про, опять же, почему открыли торговые центры. Ну, разрешение по торговым центрам у нас было. Вот, в принципе, вот крупные торговые центры, по ним, кстати говоря, меньше всего и нарушений на сегодняшний день, наверное, фиксируется. Вот, ничего в этом трагического нет, и случаев как раз нарушений со стороны крупных, еще раз говорю, торговых центров у нас на сегодняшний день практически очень мало. А вот со стороны маленьких объектов торговли, к сожалению, хватает. Вот, и по несоблюдению масочного режима продавцами, и по дезинфекции, ну и можно список продолжать. Так, когда управление соцзащиты начнет принимать людей? Ну, в принципе, ряд услуг они уже онлайн проводят, а в прямом таком режиме это вот когда окончательно будут сниматься ограничения, тогда они смогут уже с людьми напрямую прием делать. Так, когда вы встретились с выпускниками, как думаете, решат ли вопросы по кадрам в районах? Да, на днях я встречался с выпускниками вузов, и не только якутских вузов, но и вузов
с центральной части нашей страны, которые у нас сегодня едут работать в районы. Я ребят поблагодарил за их решение, пожелал им успехов, послушал их жизненные планы. Там были представители самых разных профессий, начиная от газовиков до артистов театра. Вот. И я надеюсь, что мы эту политику будем и дальше очень четко претворять в жизнь для того, чтобы на местах у нас работали в том числе вот молодые кадры, закончившие высшие учебные заведения и республики, и в целом нашей страны. На сегодня, к сожалению, я вот ректору университета, с которым у меня была встреча, тоже давал замечания в этой части. У нас 70% выпускников Северо-Восточного федерального университета остаются здесь, в Якутске. Вот. Конечно, понятно, что здесь может и проще работу найти, и удобнее многим, да, но все-таки Якутия – это не только Якутск. Поэтому максимальную работу мы будем проводить для того, чтобы молодых специалистов закреплять и в сельской местности, и в других городах нашей республики. Ну и, конечно, помогать им вот это делать, в том числе и через подъемные, через предоставление жилья, ну и другие механизмы стимулирования как раз вот нашей молодежи более активно работать в других частях нашей Якутии. Так. Вот спрашивают про анализы, почему не берут ПЦР-анализы при сразу же первых признаках ковида. Ну, есть сейчас четкие протокола по как раз забору анализов. При сразу как наличии там ОРВИ сразу сдавать анализы на ПЦР сейчас не рекомендуется. Это все-таки надо делать через определенное время, если симптомы не проходят. Ну, еще раз говорю, врачи все, на мой взгляд, все делают правильно, делают четко по тем протоколам медицинским, которые у них есть. Но если есть какие-то грубые нарушения, прошу обращаться и на горячую линию, и мне можете писать. Здесь мы разбираемся. Ко мне, ну, честно скажу, буквально каждый день и люди и звонят, и пишут именно вот части лечения людей больных коронавирусом, или каких там недостатков в системе здравоохранения, которые они видят. Так, пишут про пожар в Верхоянском Табалахе. Вот я попрошу сегодня, чтобы там тоже мне информацию дали. Если есть такая серьезная необходимость, мы отсюда тоже будем помогать. Так. Так, пишут вопрос по поводу травли жителей микрорайона Марха заводом, находящимся на территории улицы Экспериментальная. Ну, пишут, что дышать не можем и так далее, и так далее. Ну, насколько я знаю, этот вопрос уже был у меня в сетях, я помню его. Так, мы поручение дали, и, насколько я знаю, там виновные в сжигании вот этого мусора строительного, нестроительного, там, ну, явно не приспособленного для сжигания, скажем так, мусора, так оштрафованы. Если нарушения продолжаются, мы будем тогда более жестко просить реагировать наши надзорные органы. Так, пишут, что сын может не набрать баллы для бюджетного места. Надеемся, что нас услышат и вузы, в том числе СВФУ, снизят проходной балл. Можете ли вы повлиять как глава региона на этот вопрос? Здесь я что хочу сказать. По СВФУ, как по федеральному университету, проходной балл устанавливает не ректор, устанавливает не глава региона, устанавливает учредитель лицея Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. По каждому федеральному университету отдельно. Вот. И, соответственно, по СВФУ будет установлен тот показатель, который будет дан со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Вот. Здесь надо понимать, друзья, что все-таки у нас Северо-Восточный федеральный университет один из 10 федеральных университетов страны. Это достаточно ответственно. И мы, конечно же, нивелировать это звание, скажем так, понижая планку для поступления в университет искусственно, ну никак не можем. Вот. Наоборот, мы должны делать все, чтобы качество образования в наших школах было таким высоким, чтобы наши дети и в СВФУ, и в МГУ, и в любой другой вуз нашей страны могли свободно поступать. Вот в чем заключается наша задача. Не в понижении там каких-то требований, да, для наших выпускников, а для того, чтобы повысить их качество их образования.
Так, спрашивают про вот зарубление проводилось в прошлом году вами на реке Вилюй, какие результаты? Ну, результаты это точно не через год, это результаты зарубления придут, они будут понятны там лет через 5. Вот. Хочу сказать, что на самом деле, коллеги, очень важно понимать, что это долгосрочный процесс, длинный процесс. И только в этом случае мы добьемся успеха. Мы этот процесс проводим сейчас постоянно, зарубление. Так. Кашляет президент, пишет, да, ну, голос немножко сел. Сегодня, на самом деле, я провел множество встреч вот и с главами районов, очно по телефону разговаривал, провел несколько встреч с руководителями наших крупных предприятий, совещаний, оперативный штаб, поэтому под вечер немножко голос, конечно, сел. Так, но если вы насчет того, что там у президента может быть коронавирус, то ошибаетесь. Так, друзья, ну вот у меня уже время заканчивается. Вижу, что постепенно начинает таймер уже здесь пикать. Вот, к сожалению, в Фейсбуке у нас было, я так понимаю, тихо. Так, ну в следующий раз, я надеюсь, мы это учтем, сделаем какие-то технические поправки. Всем хочу пожелать успехов, удачи, ну и главное здоровья. Не болейте. Уверен, что все у нас будет хорошо. До свидания.